В Ингушетии раллийные гонки уже входят в традицию. Как было отмечено, 26-й этап Кубка России по ралли стартовал накануне в Назране. Это уже третье подобное соревнование, проводимое в Ингушетии, включенное в официальный календарь Российской автомобильной федерации на регулярной основе. За первыми показательными заездами наблюдал Салим Хамхоев. На этот раз главным городом гонки стал второй по значимости город Республики Назрань, на центральной площади которого и состоялась торжественная церемония старта ралли и прохождения гонщиками первого городского спецучастка. Несмотря на прохладную погоду, на спецучастке было жарко от эмоций собравшихся зрителей, которые выстроились вокруг километровой трассы в 3 и даже в 4 ряда. Я был на двух предыдущих гонках, но эти гонки мне понравились намного больше, потому что здесь участвует наш экипаж с Ингушетии. Ингушский экипаж хоть и не выступает на Кубке России впервые в автоспорте уже давно. Хамран Миржоев и Хаваш Галаев имеют большой опыт участия в гонках регионального уровня. Прошли соответствующую подготовку и являются членами Федерации автоспорта Республики Ингушетия. Так что на трассу вышли далеко не новички. За нас вся Ингушетия болеет. Мы, конечно, постараемся их не подвести. То есть все, что можно, сделаем. И, надеюсь, мы будем на этом подиуме. Лучших гонщиков страны, прибывших в Ингушетию побороться за победу на 26-м этапе Кубка России по ралли, приветствовал лично глава республики Юнусбек Евкуров. Руководитель региона отметил, что эти старты наглядно показывают, что спорт в республике активно развивается. Ингушетия наравне с другими регионами Российской Федерации может представлять хорошие площадки для вот таких экстремальных видов спорта. Ну и приятно, что с каждым годом в этих видах спорта участвуют наши спортсмены. Буквально года 3 назад мы начинали с парашютного спорта. Уже сегодня почти уже профессиональная команда Ингушетии по парашютному спорту. Только в прошлом году мы начали хоккей, и сегодня хоть и детская, но почти уже такая же состоявшаяся команда по хоккею. После того, как каждого участника заезда представили зрителям, подробно озвучив их достижения в автоспорте, гонщики уходили на старт, демонстрируя зрителям уникальное дрифт-шоу. А изюминкой трассы стал искусственный трамплин, установленный на первом километре дистанции. Все без исключения зрители ждали выхода на дистанцию ингушского экипажа. Понимая это, наши гонщики немного волновались перед стартом. Но то, что они продемонстрировали на трассе, никого не оставило равнодушным. Мне нравятся гонщики, здесь новые машины, и наша Ингушетия победит. В отличие от двух прошлых гонок ралли Магаз-2015 и ралли Ингушетия-2014, в этом году спецучастки проложены не по асфальтовым дорогам живописной горной местности Джайраха, а по грунтовым трассам Карабулака и Ачалуки. Ралли Ингушетия-2015 – предпоследний этап сезона в кубковой серии страны и является отличной тренировочной площадкой для тех, кто борется за победу и за необходимые для нее очки. С удовольствием согласились. Мы на самом деле еще весной собирались сюда, просто обстоятельства так сложились, что не получилось приехать. Мы в прошлом году были, очень все понравилось, просто прекрасные дороги, вообще обстановка, очень замечательно все. В целом организаторы предложили участникам компактную, но интересную трассу, состоящую всего из 9 спецучастков, при этом экипажам не придется тратить силы на многокилометровые переезды. Все ралли практически закольцовано, дистанция гонки составляет 151 километр, из которых 82 – это боевые спецучастки. Мухаммад Гиреев, Салим Хамхоев, Рахман Цуров. Новости 24.